верный. Тугры. Тугры – это порядочный. Тугрылыклы. Это все порядочно? Тугрылык – это порядочность, то есть тугрылык. Ну, здесь как бы много синонимов. Тугры, Адель, Эмин. Аккуратно вы сказали, да? Нет. А, порядочно. Это все верно, порядочно. Аккуратно дыхте. Аккуратно дыхте. Не аккуратно дыхте. Аманда жинақсыз. Аккуратный. Жинах это все-таки больше собранный. А жинахсыз это не собранный. Не собранный. А все-таки дыхте аккуратно, вот именно как аккуратно дыхте. А здесь как дыхте. То есть пыхтасыз эти было именно? Пыхтасыз нет. Жинах, жинахсыз, да, собранный. Дыхте кудырый. Так. Значит, чистый. Сенсор. Грязный пищак. Но сад тоже, то есть синоним, то есть это русская картка чиста. Чиста. Здесь грязный может быть вот так вот. Нечистле. То есть нечистле – нечистота. То есть нечистле – нечистоты. Может употребляться. Таза – где электризм может употребляться пак. Пак. Да. Иногда с твердым знаком, иногда с мягким знаком, иногда без твердого и мягкого знака, в зависимости от степени татаризации этого слова. То есть это слово вот. Высокомерный. Ну, высокомерный, значит, высокомерный может быть. Ховалы. Такая берлен может быть, да. Хава. Да. То есть, ну, получается, здесь такая х, да? Нет. Такая все-таки? Да. Такой, да? Да. Хава же это небо, да? Это воздух. Хава это воздух. Природа. Хава это природа, природа. Хавала, то есть тоже высокомерный. Можно вот так, какое еще слово есть? Масающан. Масающан. Масаю, то есть перед людьми. Масающан. Ну, высокомерно это же отрицательное какое-то качество. Да. А если возвышенное? Ради. Ради это простой. Ну, антоним же. А? Антоним же высокомерному. Ну, может быть. Значит, ради простой, трина скромный. Скромный, сдержанный. Трина. Еще кошелекли. Кошелек это человечный. Ну, да. Человечный кошелек. Может быть, кошелек. Так. Пишите, да? Горячий. Значит, горячий. Койнар. Койнар это вот он совсем уже. То есть кипящий. Кипящий. Горячий, горячий. Койнар и пи. То есть вот он такой.
свежий горячий хлеб, айнар. Или чай там айнар, то есть путок. То есть с это горячий, щедрый, теплый. Холодный, да, еще. Значит, холодный это может быть сур. А тут имеется в виду, как этот, темперамент у человека. Темперамент. То есть горячий там, кавказец. Горячий кызыл. А, кызыл. Кызыл. Вспыльчивый, горячий кызыл. И тут антоним приводится как соуконлы. Да, я только что про это думал, да, то есть сууханлы, то есть холоднокровный, да. Ну, сууханлы, ну да, это спокойный, но имеется в виду, он действительно холоднокровный, то есть он показывает. Сказать, что это полностью антоним нельзя. Сууханлы. Так. Что еще? Добрый. Добрый может быть. Гипербанова. Гипербанова. Может быть. Шахатля. По-моему, здесь мягкий знак. Шахатля. Шахатля, то есть милосердная. То есть сестра милосердия, да, Шафкат Туташи. Шафкат Туташи. Злой усал, да? Злой усал, я вырос. Значит, хитрый, накормленный. И есть еще слово хитрость хайля, хайлякар. То есть умный, хайлякар. Хайлякар, накормленный, хитрый, коварный. Коварный. Так. Искренний, ишкерсез. Какой? Ишкерсез, искренний. Искренний. Ишкерсез. Может быть, еще какое слово. Тауфиклы. Вообще тауфик это помощь Всевышнему. То есть тауфиклы, то есть которому Всевышний оказал помощь, но у нас переводится как такой скромный, воспитанный. Правильный, да, можно даже? Такой тауфиклы, то есть воспитанный. Тауфик. Да. Тауфиклы. Значит, орфографию проверяем. Потом. Так, что это написано? Воспитанный. Тербияли. Тербияли воспитанный. Тауфиклы. Скромный, воспитанный. Вот добрый еще есть одно слово. Мархабат.
Либан это персидская, Шахтат арабская, Мекка арабская, Хайля арабская, Тауфик арабская, Тавдия арабская. Мухаммад арабская. Бахетле. Да, да, Счастливый. Ну да, это счастливый, да, Бахетсис. Счастливый. Да, да. Значит, Газиз. Дорогой. Газиз. Адерле. Тоже как дорогой. Дорожайший. Значит, вот так. Хурматле. Уважаемый. Мухтарам. Много уважения. Досточтимый. Целеустремленный. Целеустремленный, как будет? Целеустремленный, максатчан. Целеустремленный, максатчан. Максат цель. Максатчан. Нет. Антоним. Антоним. Махсачан, который не целеустремленный. Максатчан тугрь. Тугрь. Мухтарам. Это значит досточтимый. Муаддас. Почтенный. Муаддас. Почтенный. Трудолюбивый. Ну, трудолюбивый есть такой калькированный, да, то есть эш-сюющан. Эш-сюющан. Ну, это как бы такое более прямое слово, да. Ищен. Ищен. Работящий, да? Ищен работящий, а трудолюбивый эш-сюючан. Эш-сюючан, одним словом. Ишни сияма. Да? Ишни сияма. Эш-сюючан. Ну, если разобрать эш, сию, Ну да. то есть В смысле? сия это же гладить, Нет. сию это же Любить. любить, сию это любить. Что мы сюда вместе? Да, я не общался, если я тоже думал. Эш-сюючан. Сию – это любовь. Значит, что касается любви, да? Значит, ярату. Следующая степень. Сию. Следующая степень. Гоших было. Это в увеличении, да, степени? Ярату просто нравится. Дальше что же можно быть? Сию. Это уже как бы любовь, да? Ну, а когда ты зачем? А зачем, а когда взяли? Забыл я, да. Да. Вот. Да, я тоже думаю, что это забыл. Махамбет. Это вообще вот как бы любовь. И гашик, то есть это как бы безумие. Тогда же до принятия ислама было же понятие любовь. Это слово распространенное же. А зачем они вот с арабского взяли? Ладно, вот которые слова, которые вот не были, ну, как бы, религиозные, еще какие-то, взяты с арабского. А любовь это такое же распространенное слово было.
передать оттенки смысла, уже берется все. То, что говорит этот язык, оттенки смысла. То есть, допустим, человек просто там на предмет своей любви, как бы он смотрит, приносит ему радость, это очевидно. Нет, если вот ислам не приняли, предположим, вот такой был бы вариант. Ислам, если не приняли, был татарский язык. В татарском языке вот были вот такие вот понятия. Они бы и остались бы. Ну, это и не ко мне вопрос. Ну, я понимаю. Остались бы, не остались бы. То есть, скорее всего, пришли бы какие-то русизмы. А зачем, если вот это же слово такое, ну, как краеугольное такое, основное понятие? Ну, разные, говорю, вот разные оттенки смысла, чтобы передать, да? То есть, язык Ну, там же Богу это понятно, а вот почему вот, ну ладно, это такое, Нет, как философский. Махаббат – это большая такая степень, то есть это и стилистически более да, это более может, духовное, платоническое такое чувство. Да? Лашейк – это то есть, когда обычно говорят, да, что безумно влюбился, да, не получает как бы ответного чувства нет, да, и он там с ума сходит, там, худеет, там, бледнеет, и так далее, и так далее, и так далее, да, то есть, вот Лашейк был, да, и вот без ответа он Лашейк был, да, то есть он на уровне того, что ему все, иначе не перестали гуляться, и жизнь радость, и так далее, и так далее. Вот, что касается любви. Ответственный еще. Слово хорошее. Ну, ответственный есть ответственность, ответственность жауаплылық,